Поставка продуктов питания, детские сады, детские дошкольные образовательные организации города Бишкек осуществляется согласно закону о государственных закупках, проводятся конкурсные торги. Это непосредственно проводят 4 районных центра образования по городу Бишкек. Это Ленинский, Свердловский, Октябрьский и Первомайский. Там непосредственно денежные средства поступают от местного бюджета, то есть это контролируют акимы. Кроме этого контролируем управление образования, контролирует. И поставка вот именно по заявке детских дошкольных образовательных организаций, по заявке, ежедневные продукты есть и в месяц 2 раза, которые поставляемые продукты есть. Вот согласно этого поставляется. Кроме этого, когда проводят вообще конкурсные торги, это согласно закону, там техспецификация пишется. Каждому продукту отдельный лот. То есть может в одном, это если 40 наименований продуктов питания, 40 лотов будет обязательно. Ну, может быть, внутри там раздельные, там кисломолочные, крупы отдельный может лот. Вот такой тоже делают. Но в основном участвует очень много претендентов. Это сейчас электронные государственные закупки. Непосредственно электронные государственные закупки, это 21 день висит на портале государственных закупок. И все открыто, прозрачно. То есть кто сертификаты предоставляет, то есть декларация о соответствии, только эти поставщики могут участвовать. То есть проверяется только документы? При проведении торгов это обязательно только документы проверяются. Соответствует или тот или иной поставщик. Потом комиссия принимает решение. После этого только с разрешения, там комиссионный тоже отбор анализов непосредственно всех. То есть это требования декларации соответствия. Там уже, когда нам дают декларацию о соответствии, там есть регламент тех испытаний. То есть каких испытаний прошло, протокол испытаний, какие соответствует, жирно соответствует или не соответствует, из чего сделано это масло. Например, у нас в техспецификации указано сливочное масло, если там отдельно будем говорить. Сливочное масло, там написано, у нас в техспецификации написано, что животного происхождения и жирность не менее 72,5 должно быть. То есть, если некачественный продукт, то она, если первый случай такое, возврат делается, если второй случай непосредственно пишется акт, и согласно договору между центром образования и поставщиком, она должна, согласно закону о государственных закупках, приниматься штрафные санкции. То есть этого делать должны центры образования. В основном это мы должны вместе с поставщиком, обязательно согласованно с поставщиком, сдавать на анализы. В прошлый раз тоже так сделали, вот в конце октября тоже сдавали 4 районных центра образования на анализ сливочное масло вместе с поставщиком, чтобы у него тоже сомнений не было. Вместе это пошли и непосредственно государственный орган, это ДГСН, сдавали на анализы. Кроме этого, собственной, если вот собственной лаборатории нету, из-за этого только мы можем, наш СГСН только на жирность проверяет, оказывается, если вот такой только возможность есть. Эти сливочные масла, которые вы говорите, они везде продаются, не только в дошкольных образовательных организациях. В любом народном магазине, либо там Фрунзе, везде эти сливочные масла есть.